зовут. И я пришел убивать тебя. У тебя 2 часа, чтоб мне рассказать все. Идея открыть банк появилась еще в 2020 году. Поздравляю с приобретением банка. Тебя поздравляю. В общем, в банке нам нужно 5-7 сотрудников-профессионалов. Мы будем выдавать кредиты компании, которые сами же и откроем. В некоторых банках свои же сотрудники работают с мошенниками. Ты договорись с ним, чтобы задержали стипендию студентов. Только с одного клиента ты можешь поймать несколько лямов. Причем ежемесячно. И пускай они сделают это за 1 100 000, а остальные 400 мы поделим с тобой. Кладешь 100, получаешь 300. У нас не будет проблем. Не переживай. Чуть более наверху уже все решили. Что там дальше? Я все свои деньги потеряла. Я хотел бы поднять вопрос насчет Тенгирбанка. То есть мы сами же своруем деньги вкладчиков и эти же деньги обратно им вернем? Получается так. Основные деньги как выводили? Наличку мы объединим с деньгами, которые выводим через компании «Однодневки». Депозиты у нас полные, ячейки тоже. Вот как раз таки с ячеек мы и начнем. Про мой процент тоже не забывайте. Мы переходим к следующему шагу. К хаосу. Он умный, очень хитрый, бдительный и хладнокровный. Ну, с такими мозгами, как у тебя, надо было идти в политику. А какая разница? В принципе, одно и то же. Тоже верно. Қалайсың, Адыгей? Жақсы. Я форму возьму? Бери. Да я возьму сразу. Где так, где? И этот, где Пахан? Что-то его нигде не видно. Ты еще не знал, что ли? Чего не знал? Ну, сердечный приступ был. Сейчас в больнице. Вроде операцию будут делать. Подожди. Где? В больнице. Почему мне об этом никто ничего не сказал? Твоя мама попросила не говорить тебе. Вроде и с обидой. Лучше, что можем сделать сейчас, выиграть сегодня. Сука, баран, Кайда выиграть, сука, Он мой Пахан! Руки убери, субординацию, держи. Я тебе не так... Баранка Мусанга! Он мой отец, сука! Я с ним все разлажу. Потом я тебя, сука, вышвырну, как последнего щенка, сука, понял? Сейчас не будем выяснять это. Твой отец может умереть. Чем разбираться со мной, позвони матери, узнай, как отец. Если бы ты был нормальным сыном, ты знал бы, что твой отец в больнице. Понял? В данный момент я директор клуба. А дальше время покажет. Ну что, парни, давайте собрались. Мурза, что там, где остальные? Разминаются, сейчас подойдут.
Ну, по составу всем понятно? Дополнительно еще Мурза добавить. Ну, что сказать? Слышите, да? Это ваши болельщики. Вы в финале. Никто, конечно, не ожидал, что вы пройдете финал. Вам надо просто выйти, что много говорить, и порвать им жопу. Всем понятно? Да. Ну, давайте, поехали. Пацаны, раз, два, три. Кет, Колечка. А ты пока иди, сейчас я догоню. Че там, родной? Че, у тебя сегодня свое дерби? Принципиальный матч? Дерби во имя любви? Заткнись, а. Ладно, родной, забей. Выйди на поле и докажи ей. Отвечаю, если мы выиграем, она к тебе сама прибежит. Да если мы выиграем, она мне нахер не нужна. Таких, как Карина, на каждом углу тысячи. Ну? Я настроен на победу. Точно? Конечно. Ну да поехали, гоу. Подожди. Ну, от Тури, братан, след остался там. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Валейкум салам. Орел, мяч. Решка, поле. Орел. Ваше начало. Делаю ему зон, пинаю мяч. Залечил на треке, но не врач. Закрутил легко, никак иначе. Прямо на ворота, детка, пожелай удачи. Делаю ему зон, пинаю мяч. Залечил на треке, но не врач. Закрутил легко, никак иначе. Прямо на ворота, детка, пожелай удачи. Почтите, брат, прием. Вам действуй, с веками нужно брат. Но я отучил употребительный плод. Теперь мой фон, это не шоу, не сон и прикол. Делаю как надо, со всех районовских магнитол. Let's go, мага-мага. Камни, джунгли, тебе не видать, тут как макака. Голова летает высоко, боже, накидал мне блага. Я забрал медали, потому что работяга. Let's go, motherfucker. Что, кто-нибудь будет встречать его или нет? Один он проходит. Куда защита смотрите? Опорники, работаем тогда. Что с ними, а? Не знаю. Ну что, никто не встречает? Сам ударил, никто ему не дает. Что за дыра, как ты его пропустил? Ну а что я могу сделать ему? Заберите, что 2-0 горит. Центр нужно разобраться. Иди сюда! Дай воды. Чё там происходит у тебя, а? Чё с твоей командой? Вы что, там долбанулись все, что ли? Ни хрена нет, вы просто стоите, бегаете. Играть будем все, нет? Или, может, все сразу уйдем с поля? Понял. Давай, забери там всех своих. Рава! Ты что там столько водишься? Расставайся быстрее с мячом! Сколько можно одно и то же? Расставайся с мячом! Коба, все, успокойся, играй! Папа, не пихай! Сам лучше подстрахуй! Элементарно, ёбаный, в центр тебя дали. Нахера ты, там часами держишь мяч? Отдай дальше, а? Протяни, тебе отдали, это же нормально, мяч нихуя не доходит, блядь. Сука! Ну потому что центр провальный, центр провальный, потому что не идет. Сели!
Это что такое, а? Что это за игра была, а? Я у вас, блядь, спрошу, что это было нахрен, а? Где, блядь? Где атака? Коба, сколько мы ударов сделали за матч, а? Сколько? Тренер центра Я не тебе идет. Заткнись, я тебе скажу. 0. Жасик, 0 ударов по воротам. Ни одного осмысленного атаки не было. Вы понимаете, а? Глаза квадратные, голову опустили, ходите. Подсказывайте друг другу. Кука! Умейте только друг другу пихать, и все. Мы будем играть или нет? Идет атака с фланга навес. Кто замыкает? Никто! Это что за нахрен? Не, а что 3-0 нормально? Чё? Не 10-0, не 20-0. Парни, не парьтесь, что вы это? Серьезно. Да хватит уже. Просто идите и кайфуйте. Да нормально все. Просто выходите играть в свою игру, вот как вы умеете. Как вы до этого играли, на тренировке выпендривались. Вот так и сделайте, и все. Я вам сейчас серьезно говорю, без подкола. Вы, кстати, в курсе, президент нашего клуба, у него сейчас проблема, в больнице лежит, что-то там с сердцем у него. Мурза, главное, чтобы информация до него не дошла. Не дай бог, умрет еще, блин. Ну, я шучу, конечно. Ну реально, пацаны. Ну, что делать? Что еще сказать вам? Ну, все уже. На расслабоне. Если вы сегодня проиграете, никто вам ничего не скажет. Скажет просто тренера гондоны и все. У нас всегда говорят, кто гондоны, тренера гондоны. Игроки у нас ровные все, классные. Забыли и просто выходим и кайфуем. Давайте. Друзья, наша команда проигрывает. Давайте поддержим. Мамас! Мамас! Мамас!
пацанов мечта сделать денег, построить большой дом, не смотреть на ценник. Она судьба, не балуюсь с рождения. И каждый новый день это один и тот же понедельник. Раскидать бы долги, кредиты, коммуналки, съемные квартиры, пробки, мигалки. Стоим, курим у магазина, обсуждаем подорожание бензина. В целом вот такая вот картина. А нам бы на моря, чтобы все красиво. А пока мы пахнем и цветем, ничего, скоро заживем. Мама, я раскидаю всем свои долги. Заживем, как короли, обещаю тебе, мама. Я потерял себя среди других. В этом мире без любви мы всегда спешим куда-то. Поздравляю. Тебя тоже поздравляю. Я что хотел? Без всякого лицемерия, без ничего. Хотел попросить прощения. Прости, я был неправ. Ты правильно говоришь, я не верил в эту команду. Думал только о себе. Бабки делал, проценты имел. Не думай, я не собираюсь возвращаться. Это уже на усмотрение отца. А он сказал, что я для него умер. Но знаешь, Ирике, я восхищаюсь тобой. Ты как профессионал, как человек, как тренер доказал, мне доказал лично, что если заниматься своим делом профессионально, от души, верить, любить, можно достичь результата. Нет у меня обиды к тебе, Диас. Ты неплохой парень, на самом деле. Ну просто у тебя столько возможностей же есть. Твой батя столько вкладывается. Радоваться надо, что у тебя такой батя есть. Ну как можно в собственном клубе деньги воровать? Ладно, те, которые от государства получают. С ними бог с ними все понятно. Даже ты сейчас. Мы стали чемпионами. Взяли, вы какой-то кубок взяли. Вот сейчас ты появился. Так же и там. Министры, акимы. Кто-то выиграет, где-нибудь чемпионство берет и приходит, делает вид, что это они делали. Они ни хрена не сделали. Ничего не сделали они, чтобы эти ребята стали чемпионами. Есть там, конечно, люди, которые переживают, но их мало. Это те тренера сделали, которые с детства тренировали. Вот это их результат. А где они? Почему их не зовут? Почему их не благодарят? И много что понял. Еще раз поздравляю тебя с победой, Ирике. Тебя тоже поздравляю. Твоя команда все-таки. Не. Это твоя команда. И я хотел спросить, не знаешь там, как отец? Просто маме звоню, трубку не берет. Родственники не общаются. Никто со мной не общается. Нормально там все у твоего папы? Слава богу. Операция прошла успешно. Думаешь, он меня простит? Конечно, тебя простит. Ты у него сын, ё-моё. Ты его сын. Он тебя любит. Ну да, он тебя там обматерил, но это эмоции, ты его разозлил. Слушай, Диас, это твой отец. Если у меня был бы такой батя, я бы его на руках носил, клянусь. Не подводи его просто и все. Давай, удачи. Ахмед, брат. Пацанов хоть поздравь. Я-то чё? Ладно.
Так, раз. Ну чё, парни, Ерлы сегодня нет? Что хочу вам сказать? Мы вместе с вами трудились. И вот, я теперь вижу реальную команду, пацаны. Понимаете? Это совсем другое. Мы как сейчас семья. И за счет этого, за счет труда, за счет тренировок, первый трофей в истории нашего клуба уже наш. Поэтому что, Намаз? Чемпион! Нужна будет помощь, зовите. Жақсы жан. Рахмет. Здравствуйте. О, чемпион. Жеңіс құтты болсын. Бірге болсын. Ну, как дела у вас, Тоқтар? Рахмет, жақсы. Прости, не смог присутствовать. Как видишь, причина уважительная. Как чувствуете себя? Чемпионами стали. Как я должен себя чувствовать? Я счастлив. Команда как? Отметили победу? Команда супер. Можно сказать, отметили. Ну, есть маленькая проблема. Ну, решаемая, самое главное. У Кобы травма. Серьезная травма. Но мы с ребятами решили всю нашу премию отдать ему на операцию. Вот. И лечить его где-нибудь за границей. Потому что у нас все-таки и так себе костоправы. О, даже так. Ну что ж, тогда я тоже сверху от себя добавлю, раз такое дело. Ну, это на ваше усмотрение. Здесь. Ладно, разберемся с этим. Да не переживай. Мы своих не подведем. Но ты же мне задачи увеличил. Вот думаю, лежу, кого нам на усиление состава взять. Может, бюджет увеличим. Слушайте, Тоқтар, мы на эту тему уже разговаривали. Не, бюджет поднять надо, это хорошо. Тем более, я думаю, наши парни это заслужили. Но вот по поводу усиления состава, вы же знаете, я против. Мы же об этом уже с вами разговаривали. Что мы этой командой будем играть до конца. Возможно, мы вылетим с премьер-лиги, может, в топ-10 попадем, может, всегда будем на последнем месте. Неважно. Самое главное, эта команда должна играть всегда и до конца. Никаких легионеров я не хочу брать. У нас всегда так делают и команду убивает. Зачем? Пусть 5 лет играет. Через 5 лет увидите результат. Эта команда еще половина состава в сборную Казахстана попадет. Ну, может, вратаря хотя бы. Можно поменять вратаря. Ну и тренера тогда можно поменять. Да ты чё? Ты чё хочешь, чтобы я второй инфаркт схватил? Шучу. Я понял тебя. Никого брать не будем. Тоқтар, давайте так. Вы выздоровите, потом соберемся у вас в кабинете, выпьем чаю и все это обсудим. И стратегию нашу, и футбол, и состав, и так далее. А сейчас
Надо для начала выздороветь. Хорошо. Ну все тогда. Хорошо. О, чуть не забыл. Еще что? Там к вам человек приехал. Он хочет извиниться. Он осознал, он понял. Поэтому поговорите с ним, пожалуйста. Все-таки ваш сын же. Раз пришел, пусть зайдет. Спасибо. Ерлан. Рахметсан. Вам, Рахмет. Витамины покушайте. Жақсы. Че, как он? Да нормально все. Точно? Ну, как он, нормально отреагировал? Да, заходи, поговори. Главное это, за языком следи. Все-таки человек после операции. Давай. Жақсы. Рахмет, Ереке. Давай, давай. Брат, рахмет. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай сверну. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай сверну. Мой мир светлый, но сотканный из мрака. На жадных лицах вижу злость, это все бумага. Мне чутка, чтобы спятить окончательно. Мало говорю, но я слушаю внимательно. Я нашел причину не сойти с пути. Оставайся человеком по любой, как ни крути. Не суди, и не будешь ты судим. Я нашел причину не сойти. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай сверну. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай сверну. Моменты сумрака, где темноте нет и конца. Он не оставил меня в одного, он видящий сердца. Освещая путь, плохое за меня.